Уважаемые зрители, мы сегодня находимся в деревне Курчино Мядельского района на пасеке мастера пчеловода Яцина Фома Викентьевич. Вот. Он много лет занимается, пасека у него многопрофильная. Здесь и выводит маток, делает отводки, делает пакеты, делает новые семьи и, конечно же, получает разные пчелопродукты. Улья у него добротные. Такие улья даже в других странах не встречаются. Это большой мастер с золотыми руками. Тому з великою радістю ми знаходимося на гэтым сапраўды такім месцы, можна сказаць, другое сонца, бо пчолы і мёд гэта такі колер сонца. І таму з великой радістю ми хочам паслухаць шановнага прафесіянала, пчеляра, яго слова, як ён распачынаў гэтую працу. Асабліва гэты прыклад будзе для маладых, для пачаткуючых нашых беларускіх пчаляроў. Калі ласка, гаспадар Тамаш. Больш 30 гадоў назад прыехаў з Мінска, аставіў работу і вярнуўся на сваю родину. Ага. Вот. Бацькоўскі дом. Да, это бацькоўскі дом, дзе я радзіўся. Ну, пачаў з нескольких домиков, став рабіць іх сам, далей больш. Вот. Было под 150 сямей, цяпер уже з возрастам, трохи меней. То значить ульев. Ульев, да. Да. Все зрозуміють. Да. Так. Ульев. І як задоволений пан працею? Конечно, это цяжкая праца. Некалькі слов би сказати для людей, але яна вельмі взнагароджвае. Ну, захватывает, это уже як хвороба. Вот, уже не можешь остановиться. Вот, идешь весной после облета пчел. Вот, тянет на пасеку, другого ничего не видишь. Только пчелы, пчелы, пчелы. Вот. Интересная работа. Особенно для молодых, здоровых. Это такая и продукция потребная. Так, так. І, певно, це не тільки пчелярство для мьода, але є ще пчелопродукти, які ви отримуєте і реализуете? Ну, для себя получаешь и маточное молочко. Вот, а так получаешь много перги. Можно собирать цветочную пыльцу. Вот. Прополис. Воск. Ну, воск, он идет в обмен на вощину, и лишний можно реализовывать воск, излишки. Так, а ми бачимо, що так само лафети є, де з виїздами. Это такі, спеціально тоді такий чистейший мед, бо якщо їдете на які полі, там уже конкретно чистий мед той чи іншої культури. Можна вивозити у ліс, тепер заростають вирізані поляни иван-чаем, малинником. Вот, там совсем другий мед. Угу. Другого смаку, другой пользы. Вот чисто лесный мед можно получать. Добре. Ну, еще надо добавить, что есть отдельно нуклеусные поляны, где выводятся матки или брачные улики называются. Вот. Я думаю, что сам пчеляр об этом скажет. Какая порода маток? Ну, теперь у меня работаю только на карнике. Вот маток я вывожу сам. Вот матка гуляет, она немеченная, конечно, но это не важно. Она без обрезанных крыльев. Вот она в натуре идет, видите, как она гуляет. Это матка 25-го года. Маток этого года. Она уже здесь почти все засела, она ищет ячейку, куда положить яйцо. Вот видите. Ну, не будем ей мешать, пусть работает.
племенной материал идет с Польши, с Германии, с Австрии, были с Чехии. Вот. Пчелы мирные, спокойные, только укусить могут тогда, если прижмешь, придавишь нечаянно. Неправда, пчелы не кусают, у них нет зубов, они жалят. Вот Ну. смотрите, мы без головных уборов даже стоим на пасеке, они нас не трогают. Действительно, очень мирные, спокойные пчелы. Так. Именно только такие у этого пчеловода. Поэтому, кто захочет приобретать себе рой, отводок, пакет, пожалуйста, звоните, будете спокойны. Особенно начинающие, которые, ну, как говорится, еще непривычны Так. к гулу пчел и думают, что каждая пчела имеет намерение ужалить. Каждая пчела может познакомиться, что вы за человек, можно ли с вами работать на вас и так далее. Если она даже летает вокруг вас, присела на вашу одежду, спецодежду или защитную маску, это не значит, что она вас хочет ужалить. Она просто знакомится с вами. Ну, а если ужалить, так в старину говорили наши деды, желая здоровья, да ужалит вас пчела. Так, от это таке так. І певно, що ви пожадаєте молодому поколенню, всім людям, як моя матуля завжди казала, жадаю вам здорового довголіття. А здорове довголіття – це коли живая природа, чистий мед і, звісно, тоді і довголіття. Що ви, були ваші учні, наступники, допомагали? Ну, надо заниматься пчеловодством, особенно молодым. Вот есть. А тепер, як на дачах, люди многие, бачимо, їдемо, що обновляються такі фазенти дачі, да? Чи там з'являються в улі малі міні-пасіки, чи ні? Ну, По так, сусідству, всюду. теперь стали многие заниматься, ну так, занимаются более для себя, чтобы получить И свой слава богу. чистый мед. Початок. Вот. Так называемое любительское пчеловодство или пчеловод выходного дня, когда Да. он 5 дней работает в неделю, а 2 выходных он едет на дачу, на свою пасеку. Ну и чтобы было здоровье, надо, чтобы у человека на столе постоянно стоял бочонок с медом. И мед надо есть не тогда, когда заболеешь, а есть, чтобы не заболеть. І, певно, на закінчення, шановні сестри і брати, суайчинники, особливо пчеляри, колеги, як ми завжди називаємо, що пчеляри – це особлива така каста, що пчелярська інтелігенція. І ми, так як святар, перед вами, з вами, завжди, як ми зустрічаємося весною, в осінь, на наших з'їздах, нехай добрий Бог благословить, тим більше 20 мая була така святочність велика, День пчели, сусвітний день, во всім світі, вшануванні. Дай Боже, щоб і на нашій землі, коли ще повстав хоч невеличкий, але помник пчели, не кажу, що щоб був День пчеляра. Бо як ми в Божому храмі вспоминали, що на Білорусі, на наших землях традиція пчелярства більше 1000 років. Тому нехай добрий Бог благословить і здоров'ям пчелярам, їх жонкам, сім'ям, які допомагають всім, і, певно, доброї волі для молодих, щоб захотіли. Це справді чищення, бо про це я би хотів ще секунду вас запитатися, що тут до пчели так просто не підійдеш в різних парфумах чи, ну, які там палить. Да, пчелы очень не любят резкие запахи, особенно одеколон, бензин и всякую парфюмерию, духи, которые издают резкие запахи, а также не любят одежду, которая содержит шерсть. То есть должно быть костюм такой плотный достаточно, а самое главное, чтобы было тело чистое, чтобы не издавало запаху, и душа. Так, а что насчет алкоголю? Ну, алкоголь. Знаете, Так, многих не пчелы многих отучили и курить, и, Вот. и водку пить, Ось це я Много. хотів запитатися, так. чтобы много не пили.
И Да. иногда по праздникам вот так чуток. Так, тому що це чистіня. І сапраўды, глядзіце, вулей, ну, грубо кажучи, навіть не повний метр на метр. А там і роддом, нові нараджаються. Розкажіть одну словця. Улей состоит обычно, Можно открыть? ну, можно сказать, Нет. имеет дно, прилетную доску, литок, через который пчелы вылетают и залетают. И дальше обычное гнездо, ну, на большую рамку, гнездовую рамку. У нас это рамка Дедана Блата, 300 миллиметров по высоте. Там обычно роддом. Ну, то есть матка там работает, и там размножается семья. А дальше уже пчеловод ставит разделительную решетку, вот, и надставки, или магазины их еще называют, на полурамку, куда собирается непосредственно мед. Ну, а дальше подкрышник с утеплением и крыша. Так. І чому називається прополіс? Ну, прополис Перебор. называется, да, из многих пчелопродуктов, которые получаются, один из них является прополис. Он переводится как стоящий у входа или у крепости его переводят. так. Пчелки его обычно литок здесь прополисуют, вот, и потом прополисуют рамки, склеивают их, закрепляют эти рамки, прополисуют ячейки, в которые матка откладывает яйцо или яйца, ну, в разные. Вот. Ну, прополис обычно собирается береза, тополь, хвойные деревья, кустарники. Ну, и пчелки туда что-то добавляют. Это является сильнейшим средством, потому что у ульи температура где-то 35 и чуть больше даже градусов. А нектар – это как бы сироп сладкий. Вот. И, казалось бы, там бы микробы могли плодиться. Все это для брожения, очень для грибкового брожения. Очень хорошая среда, но и тем более выводится, ну, расплод открытый, там тоже хорошая среда для грибов, но а там этого не происходит. Именно за счет прополиса, и пчелки же снаружи летают, на них тоже есть всякие микробы, и другие возбудители, и грибки, но они все обеззараживаются, проходя через литок прополисом. Природный антибиотик. Да. Так. Сильнейший природный антибиотик и анестетик. І так само хочу процитувати Эйнштейна Альберта. Менавіта на протяжении нескольких тысяч лет пчела не претерпела мутаций и остается сегодня без изменений. Господь Бог подарил пчелам все цветы мира. Когда погибнет последняя пчела, погибнет мир. Як ми вже вспоминали, опилення – це урожай. І нехай добрий Бог благословить эту пасіку, працівників пасік, і всі пасіки Білорусі нашої. В духу благословим молитвою святого Амвросія, 4-е стагоддзя після народження Христа. Це молитва. Мілан, Італія. Всемогутний Боже, Ти пообіцяв дати Ізраїлю землю, наповнену медом і молоком. Ти дав святому Яну Хрестителю дикий мед на покарм. Ти, Боже, Створитель і Господь усього, що на небі і на землі. Поблагослови нашу пасіку. Поблагослови всі пасіки Білорусі, великие и маленькие. Стережи їх, Господи, од усялякої бяди і шкоди. Сприяй, каб, збираючи яе плен, ми прославляли Тебе, дарителя всяких добротаў. Ты, які живеш і валадариш на веки вечныя. Амен. Щасти вам, Боже, не забудьте, что мед – король солодычи, сладости.
Дооценивайте здоровые сапраўды природы продукты харчавання. Благословление Бога Всемогутнага, Айца і Сына, і Святого Духа, нехай сидзе на вас, ваші сім'ї, застанецца назавсёды. Амен.